Торжественным открытием первенства СКФО по тяжелой атлетике среди юниоров и юниорок почетным гостям соревнований вручают грамоты и подарки от главы Ингушетии. Мастера спорта международного класса, заслуженные тренеры России и именитые спортсмены. Зал тяжелой атлетики в Назране собрал сегодня немало гостей. Первым слово предоставляют заслуженному тренеру СССР по тяжелой атлетике Ибрагиму Кадзоеву. Соревнования такого масштаба в нашей республике проходят впервые. И спасибо, что вы к нам приехали. У нас, наверное, будет какой-то сдвиг в тяжелой атлетике. Я очень рад своим друзьям, которых я много лет не видел, увидел здесь. Давайте вместе все дружно жить, дружно развивать этот вид спорта. Тяжелая атлетика – вид спорта, как и любой другой, требующий огромной силы воли. И здесь на первом месте требовательность к себе. Без должного отношения к делу значимых результатов не добиться, хотя стремление и волю к победе у этих ребят не занимать. Первый соревновательный день стартует с выступления юных тяжелоатлеток. Ксении Маликовой 18. Тяжелой атлетикой она занимается уже 6 лет. Но каждый раз, поднимая штангу, в первую очередь доказывает и себе, и другим, что в силе девушки могут ничуть не уступать сильной половине. Ксения говорит, пришла в этот вид спорта, чтобы разрушить стереотипы. У нас очень много спортсменов, именно девушек. Открыли тяжелый атлетический зал в поселке Солнечные Доски в честь Андрея Чемеркина. Посоветую заниматься, не бояться веса, не бояться. Многие говорят, что девушки не растут. Девушки растут. Если у тебя в генетике, ты будешь высокой, ты будешь красивой. Спортсменки до 18 лет упражняются в двух дисциплинах: рывок с поднятием тяжести весом от 30 до 50 килограммов и толчок, где штанга весит уже от 40 до 70 килограммов. Тяжелая атлетика не для девушек, скажут многие, однако участники сегодняшнего первенства с легкостью опровергнут это мнение. Мы приехали с братской республики Дагестан и покажем себя на полной высоте. Ощущения, конечно, необъяснимые. Здесь и гостеприимно нас встретили, здесь очень понравилось, и спортзал, все подготовлено на высшем уровне. Я довольна. Девушки соревнуются в 7 весовых категориях. Сами же состязания проводятся по олимпийской системе. Участникам дается по 3 попытки в каждой из дисциплин. Победитель определяется по сумме этих результатов. Среди девушек первое место в весовой категории до 56 килограммов заняла Кусова Анна. Слабым полом их могут назвать разве что коллеги по цеху. Девушки уступают место юношам, которым предстоит соревноваться уже в 8 весовых категориях. Понятно, что и участников здесь больше. Порядка 70 спортсменов, оспаривающих звание сильнейшего. Команда из Ставрополя на первенство округа приехала в полном составе. И пока выступление складывается для них удачно. Мы приехали полным составом, 7 девочек, 8 юношей. Вот по первым выступлениям у нас сейчас у девушек 3 первых места, 1 второе. Еще 3 человека у нас не выступило. По девочкам надеемся 3-я сейчас быть. Это в 58-й, в 63-й категории. И в 69 мы тоже в тройку надеемся попасть. Борис Хачатуров в Ингушетии впервые, а в тяжелой атлетике, несмотря на юный возраст, уже почти что ветеран, шутит спортсмен. Сегодня он ставит свой личный рекорд и завоевывает заслуженное первое место. 7 лет занятий тяжелой атлетикой, опыт все же немалый. Буду дальше заниматься. Вот через месяц первенство России. По моим годам, по 97 годам. Там надо выступить отлично тоже. А вот Алексей Фомичев в тяжелой атлетике по меркам спортсменов не так давно, всего 3 года. И тем не менее 3-я ступень пьедестала на первенстве. К подготовке к соревнованиям тяжелый атлет подошел со всей серьезностью. Потому для него 3-е место не самая высокая планка, которую он поставил перед собой. В принципе, соревнования слишком хорошо. Поставил рекорд в толчке. Поднял свой лучший результат. Вот. Тренер доволен. Команда из Ингушетии в составе 5 человек будет выступать уже завтра. К этим состязаниям они готовились со всей ответственностью. Ведь зал, оборудованный по последнему слову техники, позволяет. Суббота – заключительный день соревнований, где и подведут итоги первенства, выявив сильнейших в своих весовых категориях. Тамерлан Хумхоев, Магомед Урусханов, Новости 24.